Национальный костюм – не просто одежда. Это история народа и его характер. В традиционном остинском костюме переплетены несколько культур – древняя скифская, сарматская, аланская и современная. В это платье, которое совершенствовалось на протяжении нескольких тысяч лет, по сей день облачается осетинская невеста. Сейчас так судьба складывается, что я попадаю в остинскую семью. Это было желание моего свекра, моей свекрови, такое же их, как и мое. В принципе, я очень этому рада, что у меня будет такое прекрасное свадебное платье. Ты не просто себя чувствуешь вот осетинкой, а чувствуешь себя, не знаю, вот частью культуры именно нашей республики. И я думаю, что всем будет приятно смотреть на такую красоту. В основе традиционного женского костюма – мужской бешмет. Приталенный и подпоясанный он был удобен для воина. Впрочем, в древней Скифии боевым искусством одинаково хорошо владели и мужчины, и женщины. Прообраз остинского костюма носили еще амазонки. Мы можем сказать, исходя только из хроники, хотя бы отца истории Геродота, который пишет, что савроматские женщины одеваются по-мужски, вместе с мужьями без них ходят на войну и на охоту. И так действительно античная вазопись передает изображение амазонок на античных сосудах. Они одевают тот же бешмет, те же брюки. В погребениях они встречаются с луком, с мечом, с секирой. То есть демократия была в этом отношении абсолютно. Каждая деталь осетинского традиционного женского костюма имеет тысячелетнюю историю. В скифской культуре берет начало традиции так называемых ложных рукавов. Эта деталь подчеркивает праздничность одежды высших сословий. В таком наряде невозможно было заниматься домашними делами. Приталенный фасон подчеркивал стройность горянки. Красный цвет служил защитой от темных сил. Вот покрой этого платья мы встречаем на памятниках скифской археологии. На кулебской пластинке сидит богиня, перед ним стоит царь. Богиня сидит примерно в платье такого же покроя, но рукав у нее, как это называется, ложный рукав, разрез и достигает кисти. Этот рукав сохраняется до сих пор в Осетии. Вот перед нами осетинский мужской костюм черкеска. Черкеска возникает примерно в середине XVIII века. Почему возникает черкеска? Потому что в ходе Кавказской войны русские видели пока на черкесах. Костюм получает черкеска имя. Мужской костюм украшался газырями, опоясывался ремнем, на поясе висел кинжал. В мужском костюме орнамент и что-то лишнее было слишком слащаво. Сегодня в платьях с многовековой историей выступают профессиональные самодеятельные ансамбли национального танца. В расшитых орнаментом платьях исполняют осетинский танец хонга. Когда-то, приглашая на него понравившуюся девушку, молодой горец тем самым без слов признавался ей в любви. Танец становился предвестником скорой свадьбы. Как изменились вкусовые предпочтения наших невест? В свое время первое платье я где-то в 86 году сделала одно платье такое бисерное, из жемчуга. И все ахали, что же за платье, что же за платье. Но не было же таких средств тогда, нет, возможностей не было таких. И вот когда уже появились возможности, то вообще-то я думаю, что моду на свадебное платье мы преподносим. В старину свадебное платье шили из красного бархата. Остинский наряд изменил цвет в середине 19 века и стал белым под влиянием времени и других народов. Однако детали и вышивка остались прежними. Над одним платьем 5-6 человек работают. Закройщик, художник, портной и расшивальщица, вышивальщица. И сколько по времени уходит на это все? 1,5-2 месяца. Потому что это все ручная работа, и здесь каждый бусик по одному пришивается. Перламутровые и стеклянные бусинки сплетаются в причудливые узоры. Фурнитуру для украшения привозят со всего мира. Японский жемчуг, бисер, кристаллы Сваровски. Искусные руки мастериц старательно выводят замысловатые узоры на ткани. В них кроются вековые заветы предков. Вот это японский жемчуг. Раньше
В былые времена, в советские, вот у нас попроще жемчуг был, он турецкий, не знаю, может даже китайского производства. Вот сейчас, в последние годы мы используем только японский жемчуг. Он, естественно, дорогой, но он очень практичный, не стирается, вот, сохраняет вот свой изначальный вид. Ну, конечно, расход, это зависит от орнамента, но в основном на платье, если не считать всей остальной фурнитуры, и камни Сваровского, и бусинки разные, вот одного жемчуга только уходит где-то вот 3 такие связки. Женский свадебный костюм несет сакральный смысл. На нем изображены символы плодородия. Растительным орнаментом также украшена шапочка невесты. Каждая деталь в таком костюме продумана. Ну, например, головной убор, шапочка, круг в ее основании. То есть круг – это защита, это энергетическая защита человека от каких-то, там, скажем, темных сил. Люди были суеверны, они считали, что невеста – это существо, подверженное там, какой-то плохой энергетике, так скажем. Такую же функцию охранительную выполнял пояс. Это круг, замкнутое пространство, которое защищает человека от плохой энергетики. Тем более, если серебро, бронза, да, медь, оно само по себе является и всегда считалось оберегом. Или, скажем, орнамент, вышивка на этом костюме. То есть анализ этого рисунка показывает там либо 2 птицы, это символ плодородия, древо жизни. То есть это тоже символы, это хорошие символы, это обереги, это пожелания. Создание женского пояса, который изготавливался из серебра, исключительно мужское занятие. Украшенный драгоценными камнями, он во все времена имел большую ценность и подчеркивал силу и могущество рода девушки. Пояс и нагрудные застежки передавали из поколения в поколение. Эти украшения и сегодня считаются семейной реликвией. Вот это, вот, что напаяно на пластину. Раньше оно было отдельно от пластины. Они спаивали вот всю конструкцию, потом наклепывали. Между ними была прослойка, как нынешняя фольга, золоченая, серебряная. И расклепывалась. Ну, сейчас чуть-чуть технологии другие, и мы все сразу спаиваем. Одежда во все времена была и остается социальным паспортом человека. Костюм – материал информативный, говорят историки. Он может рассказать все о его владельце. Впрочем, как и об эпохе, в которой жил человек. Современный национальный остинский костюм – это своеобразный мост между прошлым и будущим. Ниточка, которую не хочется обрывать. Наталья Гудеева, Нина Алборова, Алан Суанов. Вести Алания.